Всем привет-привет! Меня зовут Светлана Бондарева, и я решила, записать видео в формате влога, э, и назвать его так, что вот я начинаю это все сначала. Переименовала свой канал. Эм, я на домашнем полностью с гулькой в пижаме, потому что знаю, что я сейчас буду плакать. И это не постановочно, а потому что вот я до того, как я начала снимать, м, 5 раз, как я думала, что буду начинать это видео, просто из-за мыслей у меня начинались слезы. Смотрите, Faberlic я уже не помню, сколько я в Faberlic. А, и скажу так, что в Минск я переехала, м, не потому что у меня стала жизнь хороша, и я переехала в Минск, потому что у меня появились деньги, и поэтому я переехала в Минск. Нет. Хотя такие такие слова от подруги детства я услышала в тот момент, когда я искала квартиру. Это отдельная история, почему я сюда переехала, но как-то месяц назад, когда я была на форуме здоровья, так, на первом форуме здоровья от компании Faberlic, девочка директор, не мой наставник, просто директор, м, из проекта, в котором я нахожусь, спросила, когда я сказала, что я в Минске живу уже 3 года, 3,5. Она сказала, что спросила меня: "А как так? Ну, ты что такое у тя произошло в голове, что ты решила переехать в Минск?" Она не спросила, что: "Вау, ты денег много получаешь, что ты там, решила". Она спросила: "Почему ты решила изменить так свою жизнь?" М. Это тяжело. 4 минуты, я не уложусь. М. Так, смотрите. Именно благодаря Faberlic вот это осознание и произошло у меня. Я стала менять своё отношение к окружающим, к себе. Ай. Именно благодаря Faberlic я стала любить себя, и я стала, м, как это, видеть себя, что ли, м, как-то ставить цели, что ли. Именно благодаря тому, что я нахожусь здесь, тем девочкам, в которые проект я попала, той обстановке, той жизни, которая у меня была вот в начале Faberlic. М, и почему сейчас хочу начать сначала, потому что уже вот 3 года, как я здесь в Минске, я здесь, ну, 3,5, так, я не работаю. Да, и вообще, я уже рассказывала где-то, что меня спросили в прошлом году, девочка, которая была также в команде, ну, в другой структуре в моем проекте, она сказала, что она спросила у меня, она сейчас в другой компании, и она написала мне, что: "А ты работаешь в Faberlic?" На что меня очень возмутило, потому что вот это вот вопрос: "Работаешь?" Я никогда не работала в компании Faberlic и никогда не относилась к Faberlic, к тому, что вот я делаю, в Faberlic на тот момент. Я никогда не относилась, как к работе. Ну, я вообще никак к чему, ни как к подработке, ни как многие говорят, ни как к чему, как к хобби, как вообще ни к чему не относилась. Я просто попала в Faberlic случайно. Не то, что я знала, что такое компания Faberlic. Я вообще не знала, что это такое. Меня пригласили, я ответила "да", и просто вот на этом, как это, на вот этом вот позитивной ноте, вот то, что там мне говорили делать, я и делала. То, что проходило, вот то, что какие активности были в чатах, я это и делала. Это все история, отдельная история. Я вам обязательно об этом сниму отдельное влоги, или же отдельные форматы видео, потому что это тоже интересно. Может быть, даже кому-то будет и полезно, и мотивирующе. Ну, возможно, все, потому что вот мой переезд в Минск, допустим, на тот момент 3 года назад, 3,5 года назад, моя, как это вот, э, мой призыв, поменять свою жизнь, на тот момент, спустя какое-то время смотивировал моего брата. И мотивировал еще, я знаю, 2 человека, которые решили так же, как и я, поменять свою жизнь. И несмотря на все свои вот эти вот таракашки, так назовем, в голове, которые вот, а что я там буду делать, я там одна, там еще. Ну вот многие всякие такие, боясь чего-то нового, да, тем более, что ты, как я, например, сколько я лет? Я 17 лет проработала на одном месте. Я 17 лет прожила с 18, да, с 18 я пришла на работу, на свою первую работу, и я там проработала до 30.
6 или 7, я уже забыла, но вот 17 лет я проработала и прожила на одном месте. Плюс 11 лет я прожила, наверное, на одной съемной квартире вместе с хозяйкой. Э, и человек, привыкает. Ну, не знаю, как вы, но я точно. Для меня вот это вот то, что встал в 7 утра, ну, грубо говоря, и все остальное каждый день у тебя, вот за эти 17 лет на одной наемной работе, как это, даже не в план, то, что вот, каждый день по расписанию, грубо говоря. Как бы белка в колесе, так это, как говорится, каждый день одно и то же. Вот, и каждые 17 лет, на моей прошлой наемной работе у меня было все одно и то же. Каждый день одно и то же. То есть ты встал, ты знаешь, что завтра понедельник, тебе такое-то расписание, такой-то, маршрут на работе, тебя подъем во столько-то, и дальше пошло по времени. У меня такая наемная работа была, которая вся расписана, ну, грубо говоря, по расписанию. Отдельно тоже с вами поделюсь потом, какая у меня наемная работа была, если кто не знает. Наверное, я никому не рассказывала о своей наемной работе, потому что это было, опять же, это было табу, и даже стыдно, возможно, потому что, я даже никому не говорила, кем я работаю, когда снимала видео уже в Фаберлик, потому что для меня это было стыдно. Даже я вам скажу, когда я, пошла учиться на того, кого пошла, это не мой был, не моя цель была, так. Я, м, мне было стыдно. Это была профессия, которая для меня была, глубоко где-то вот в душе, она для меня была даже стыдная. Но ничего стыдного в этом нет. Отдельно расскажу, что за работа. Значит, с чего я решила начать все сначала? Потому что, во-первых, что я не хочу, я не когда относилась ни к Фаберлик, никогда не относилась как к работе, как к настоящей работе. Повторюсь, мне сказали в чате вот так вот, в чатах проходят активности, вот там пишется такой-то марафон. Я такая: "Ой, я хочу такой марафон". Иду на марафон по съемке видео, по продукту, там это. Я во всё иду и делаю все по этим инструкциям, которые у меня там, были. С момента, когда я сюда переехала, у меня сменилась наемная работа. Почему я так сейчас прихожу к тому, что почему у меня я ничего не делаю? Я очень ленивый человек, оказывается. Оказывается, я безумно ленивый человек, потому что я не могу себя заставить. Вот сегодня почему я плачу? У меня мама будет сумбурно, да? У меня мама попала в больницу в понедельник прошлый, сегодня неделя, как она там находится. Мама, если ты смотришь это видео, то перелистни. Так вот, прошлый понедельник начался действовать каталог Faberlic. Шикарный каталог, которым компания Faberlic проводит акцию. Шикарную акцию, если вы не знали. Ой. Где компания дарит, всем вип-консультантам. Вип-консультант — это тот человек, который делает 100 баллов в каждый каталог. Дарит аэрогриль. Об этой акции я знала, естественно, задолго до начала каталога. И я планировала идти на эту акцию. Я уже запланировала себе, ой, как я буду мотивировать не только себя, как я буду мотивировать, какие какие мотивационные такие эти, ой, подарки я буду дарить своим, покупателям, тем людям, которые зарегистрированы в моей команде. Ой. Акция на каталог прописана, потом прописано конкретные подарки людям я здесь прописала, так, и внизу еще я прописала, сколько человек нужно пригласить, сколько эти люди должны сделать, баллов, чтобы в итоге у меня было такой-то объем, структуры, так, ну, объем, в баллах в структуре для роста до директора. Итак, так вот, в воскресенье я была у мамы, уехала из дома, мне на работу надо было в среду, я уже не помню. Э, мгм. Или в понедельник я уехала, а во вторник мама попала в больницу. Ну, как-то так, не помню, девочки, уже точно. Ой, так вот, м, что вы думаете? Я полностью я в чат не заходила, вот в свой продуктовый чат, который я веду для своих покупателей, э, каталог сбрасываю. Я туда не заходила неделю. Я им не сбросила новый каталог, я им не рассказала про эту акцию с грилем, аэрогрилем, которая сейчас проводится, в компании за баллы для здоровья. Кто сделает 100 баллов продуктами для здоровья, 3 каталога подряд компания подарит. В 4 каталоге уже так, ну, по номерам я не буду вам называть, потом, может быть, прикреплю здесь. Компания подарит аэрогриль.
Ну, я-то шла, хотела. Я уже сделала даже заказ еще в конце прошлого каталога. Я сделала заказ на свое имя, на мамино имя, чтобы сделать на эти 100 баллов продуктами для здоровья. И что происходит? Мама попадает в больницу, и я полностью убиваюсь из этого. И моя мысль, которая, да, про маму, конечно, у меня мысль, но у меня еще мысль, что чтобы я пролетаю с этим аэрогрилем, потому что с этой акцией, потому что я вообще расклеилась полностью. Ну вот, все мои планы опять пошли вот в никуда. И получается, что и так причем всегда получается. У меня мысль такая закралась еще, что вот опять, когда я решила начать действовать, так, все сначала. У меня что-то происходит. И поэтому вот сегодня у меня выходной. М, Я все-таки решила начать. Записала, опять же, это, наверное, не этот мой. Нет, да. Вчера составила план, то, что я буду делать на сегодня. И сегодня я встала, и на меня опять закралась вот эта вот лень. Повторю, на прошлой работе у меня было все по расписанию, все по полочкам, так? Поэтому я более была продуктивной, оказывается. На этой работе у меня 2 дневных, 2 ночных смены, 4 выходных. И мало то, что я все время хочу спать. Окей, ладно. Я ленивая, мне очень сложно себя заставить что-то делать на этой работе. Ну, после работы, грубо говоря, вот, в свой выходной. Даже несмотря на то, что я спланировала, да, день. Вот сегодня я записала, что мне надо сделать. Но я пошла делать картинки. У меня эти картинки, э, завис, что-то там не получилось, зависло почему-то там это. Ладно, с презентацией мне, надо там активацию провести заново. Окей. Я думаю, ну давай я, значит, запишу видео. И опять не так. В общем, чтобы не слиться, я решила начать, активно вести, этот блог и свой канал, и делиться с вами, своим своей дорогой, скажем так. Делиться не только хорошим, так, а вот именно путь, как он есть. Потому что ай, потому что почему я не хотела записывать сегодня опять видео? Ничего делать. Потому что о чем буду разговаривать? Что подумают люди, которые меня знают, которые знают, что моя мама в больнице находится, так. Что они подумают, что они мне напишут там, что мне скажут, когда при встрече, там, грубо говоря. Поэтому я думала, что не буду писать, записывать это видео. Подожду, оставлю на потом. И прошла неделя. Вот я так себя останавливала. Прошла неделя. Сколько еще должно пройти времени, чтобы у меня вот это прошло? Чтобы был идеальный день для того, чтобы начать. Именно поэтому, во-первых, мне очень важно, чтобы вы меня поддержали. И, честно, мне очень интересно, как вы ставите себе цели, как вы достигаете этих целей, и как у вас получается не сливаться на полпути. Мне очень интересно. Всё, я я не специально. Ой. Хотела хорошее позитивное видео снять, а получилось одна сопли. Ой. Надеюсь, у меня сейчас нет в комментариях еще больше до слез не доведете. Значит, да-да-дам. Ой. Я составила план на год, да? Отсвечивает. М. М. План на год. Чего я хочу? То есть с 11 мая сегодняшнего дня, до 11 мая следующего года, до 27 года. Что я хочу? Чтобы не слиться, так скажем. Я хочу, чтобы мой заработок в компании Faberlic составлял, как минимум $2000. То есть на данный момент в своей наемной работе я получаю, ну, где-то 3000 белорусских рублей. Ну, 2500 пускай, так. Поэтому я хочу, чтобы в компании Faberlic мой заработок минимум за год, вот на 11 мая 2027 года он стал 2000. Это моя такая цель. Кстати, цели я тоже не умею ставить.
Ладно, умею ставить, надо так говорить, да? Я умею ставить цели и умею добиваться их. Я безумно ленивая. Ай, так, я хочу, чтобы моя структура увеличилась, потому что за эти, сколько лет я не работаю. Ну, вообще не работаю, так? С 300 человек, у меня было 300 или 500 человек в моей команде, э, и они почти все ушли. Но несмотря на это, меня мотивируют люди, которые остались в моей команде, которые со мной, ой, с 2020 года. 6 лет со мной. Девочки, спасибо вам огромное за то, что со мной делаете заказы. И когда вы есть которые самостоятельные, которые пишут мне: "Света, оформи мне заказ, там, то-то мне закажи". Они это делают, я не знаю, как это получается. Ой, они это делают тоже в тот момент, когда у меня опускаются руки. Но когда я не хочу уже всё, думаю: "Да ну его лесом этот Фаберлик". Мне обязательно кто-нибудь напишет, то ли хороший отзыв напишет о том-то продукте, а, или попросит сделать заказ. Хотя я не делала этот заказ уже много лет. Ой, всё, я сопливая, у меня глаза красные. Всё, я не специально. Для меня действительно важна очень ваша поддержка. Поставьте лайк и в комментариях, пожалуйста, напишите, как вы, ставите, ну, планируете ли вы вообще что-то в этой жизни? Какие ваши планы на год? М, и как вы идете к этим планам? Как у вас получается вот поставить цель перед собой? Допустим, я хочу там, не знаю, на море, там еще куда-то. И как вы достигаете этой цели? Э, Поделитесь, пожалуйста. Ну, а я обещаю не сливаться, вести, свой YouTube-канал, регулярно. Обещаю минимум одно видео в неделю. Ой, позитивное, окей, но честное, откровенное. Честное и откровенное, потому что, я человек по жизни честный и откровенный. Я я не умею врать. Может, и умею, ой, но мне это не нравится, если умею. Ой. Всё, девочки, м, пока-пока.